Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Не забываем ставить лайк, подписаться. Я сейчас в домашнем, как это, видим, как это одето. Не обращайте внимания, пожалуйста, на мои, как это, головной убор. Ну, и так я хожу дома. Вот это хотела это сказать, что в 90-х годах люди, они как это всегда, как это, пытались найти еду, да, деньги, чтобы, ну, как жить, выживали, да, потому что это был распал Союз. Это я в комментарии читаю, видео в "Ютубе" смотрю, что они всегда, они как это рассказывают, что они как они голодали, как они холодали, как это война была у нас, это вот в Таджикистане, да, в Карабахе война была. Ну, как это распал Союз, было это разные. Где-то война не было, деньги не было, как это голодали, как это холодали. Где война была, беженцы они стали, они уезжали, как это переехали, беженцы стали. А я с детства, во время 90-х годах, всегда была в поиске знаний. Поэтому я никогда это не говорю, что я голодала, холодала. Я в Африке, вот это первый раз, как поехала, это после вот это распал Союза, война, да, была у нас гражданская война, ну, 90-й год. В Африке это мы как голодали тоже. Были это моменты в общежитии, это еда дали, мне не понравилось, я пост держала. Я пост держала, чтобы, ну, не голодать, не холодать, не болеть. Потом, как это были, как это, э, еда, которой мне 5 лет я жила в Судане, мне вообще не понравилось, не кушала. Так, сейчас я пример приведу. Почему? Потому что не было привычно мне. Были еды, которые мне понравились, сразу я как привыкла и кушала. Поэтому, когда они по графику я спрашивала, вот те, которые они готовили кушать это в столовой, я спрашиваю: "Завтра у нас что это будет?" Они сказали так, потом я сказала: "Завтра тогда я буду держать пост". Так я привыкла с 95 году. Я привыкла держать пост по понедельник, четверг. И когда еще еда мне не понравилась, тоже пост держала, мой организм привык к этому. Даже сейчас, если я держу пост, я это в сутки 2 раза я кушаю. Утром и вечером, или утром после обеда я кушаю, и ужин не ужинаю. Мой организм уже адаптировался на этом. Вот, потом еще что это хотела это рассказать. В общежитии мы как это сидели, со мной была девочка из африканка, из это Мозамбик. Она не кушала это лепешку, а я рис, который они варили в воду, на воде, я сказала: "Можно поменяем это? Ты мне дашь лепешку, а я тебе дам рис". Она сказала: "Хорошо". Потом она потихоньку со мной еще это чуть-чуть начала кушать это лепешку. Потом она сказала мне: "Если поеду, у нас нету этой лепешку, как потом я буду это?" Я говорю: "Не знаю". Ну, так мы пошутили, это как это поменяли, это я рис ей дала, она мне лепешку дала. Пару раз было, что мы не меняли, покушали сами это, что это нам дали. Вот. А мы на это терпели, как это ради Аллаха, да. Не так, что прямо мы как это, как мы хотели, так это нас кормили. Нет. При этом мы стипендию получили. Если что там не понравилось, это в общежитии, мы пошли это, покупали это на рынке, там рыбу купили, это как это, курицу, табака купили, и как это, овощи, фрукты купили, пришли и покушали. Еще мы купили, мы одной не кушали, мы в квартиры пришли, весь квартиру, это 4 комнаты было, каждая эта квартира, пригласили и на столе это по кусочке, как это, каждому как это, мне как раздали и покушали. Было очень весело. Они так еще сказали: "Ой, советские люди такие добрые, вы это нас кормите, что кушаете, купите, одной не кушаете, всегда нас пригласили". Я сказала: "Да, мы мусульмане, должны быть так". А у нас есть пословица еще: "Аяк мавизур чалкаландар худас", один изюм это хватит на 40 человек. Они еще смеялись, пошутили: "Как один изюм на 40 это человека?" Я сказала, они облизали это, каждый последний, потом кому осталось, это глотал, и они смеются. Неужели? Я говорю: "Да". Поэтому у нас есть такая пословица таджикского народа, что один изюм, изюм хватит на 40 человек. Так было очень это весело. И поэтому я всегда говорю, всегда, везде, с ним говорю, что самые мои счастливые это моменты, это молодости жизни, это было в Африке. Самые счастливые, потому что с 23 поехала, 28 приехала, 5 лет я жила там. Я там не только получила это образование, там я получила человечности, потому что это бедная страна, третий мир, они считают. Там я в молодости это учила, как быть это, с людьми, как уважать бедных, как это любить это, как это простые людей, да, как быть с простыми людьми,
как уважать это родителей, как быть это с неверующим, как быть с верующим. Все там это я учила, потому что там в Судане это и христиане живут, и мусульмане живут. Я это 5 лет это жила, там учила, вообще другой человек я возвращалась. Даже мои родственники, они это удивились, что это была другой человек, приехал другой. Я была с характером, была как это чуть-чуть капризная, приехала, у меня каприза нету, это характер мне поменялся, я еще, ну, упрямость у меня до сих пор есть, упрямость не менялся, это как это не меняется, это как это говорят, э, характер меняется, да, у человека. А вот это, как сказать, э, еще хотела еще, что сказать. Это у нас это каждый сезон еще малярия болели, да, люди. А я за одной девочкой сказала, мы всегда таскали это больнее, это скорая помощь приезжает, мы как помогаем, таскаем. Она говорит: "Фируза, чё мы это не болим? Все болит, а мы не болим". Я говорю: "Аллах лучше знает". Она говорит: "Аллах как нас милит, что мы не болеем". Мы 5 лет жили это в Судане, это каждый сезон у них это лето, сезон малярии, мы не болели. У меня ни вакцины никогда не было, не вакцинировала, ничего. Это милость Аллах, что я не болела это малярией, она тоже не болела. 5 лет мы жили в Судане, мы не болели ни малярией, никакие заболевания я не болела. Это одно. Ковиды тоже мои родни, вот в нашей семье, никто не болел ковидом. Никто не болел. Аллахами машалла баракалла. Потому что мы живем по на Аллаха и милости Аллаха, что не болели. Вот, потом еще это, да, это у нас охрана, это был в общежитии, они всегда сказали: "О", это он всегда сказал нам: "Такие девчонки хорошие, это светлые, это как это, рыженькие". Ну, девчонки, мы как это отличались это между это африканки. Всегда они нас это назвали, это светлые, рыженькие девчонки. Пошутили, когда мы пришли, ушли это на учебу, пришли это в общежитие. Вот такие у меня это, как это впечатления мои, как это воспоминания моей молодости, как это мои это жизни в это Африке. Еще, если вспомню еще какие хорошие это моменты, я еще расскажу. Очень много что интересного, это, если буду рассказать вам это. Только подпишите, пожалуйста, и ставьте лайк, что это следующее видео будет очень интересного с это, моей жизни это в Судане. Это, сейчас там война же идет, а когда мы учили, был там мир, спокойно. Суданский народ очень это добрый, очень это, как говорят, настоящий вот ислам, Судан, настоящие мусульмане вот это жили в Судане и живет сейчас они. Пожалуйста, не забывайте лайк и подписаться. Это будущее, это очень интересно будет. Это рассказы мои, это реальные, это я расскажу всегда вам. Реальные своей жизни своей, как это получение знаний своей, как это говорят, путешествия, иншаллах.